А рядом с садиком вот такой вот кошмар. Такие кадры, не радующие глаз, сделал один из жителей улицы Халева в Казани. Аллеи возле детсада и жилые дворы превратились в мусорный полигон. Незаконно. Мелкий мусор, бытовые отходы, даже мебель. Некоторые граждане оставляют все это буквально где придется, хотя баки стоят в 20 метрах. Они же полные пакеты не летают с мусором. Видать, кто-то и не доносит, кому-то и лень. Такой грязь тут все время. Когда я приехала, такой грязь был, и так это 10 лет я вижу. От этого мусоросборника за зиму разносит, там снегом все накрывает, потом все растаяло, как подснежники вылезло. На 9 домов всего несколько мусорных контейнеров. Заполняются они быстро, а потом мусор разносит ветром, говорят местные жители. Так кто виноват, жильцы окрестных домов или коммунальные службы, своевременно не вывозящие мусор? Ответа нет ни у кого. Но свалка есть. Экологи не могли не отреагировать. Согласно статье 16 Федерального закона, к вопросу местного значения городского округа относится организация мероприятий по охране окружающей среды. По данному факту направлено письмо в администрацию Приволжского Вахитского района города Казани для устранения нарушений. В исполкоме города меры по уборке подконтрольной территории приняли быстро. Уже сегодня коммунальщики собрали десятки мешков с мусором. Мер требует и ситуация в одном из дворов на улице Гудаванцева. Свалка там разрастается буквально на глазах. Власти района уже включили ее в список первоочередных по ликвидации. В рамках двухмесячника по санитарной очистке силами подрядных организаций, задействованных в уборке данного микрорайона, работы по ликвидации свалки начаты 22 апреля и будут продолжены до 23-го. 2 недели назад незаконную свалку площадью больше 100 квадратных метров экологи обнаружили на улице Камиля Якуба. Там были выброшены архивные документы крупного российского банка. Виновнику придется выплатить от 100 до 250 тысяч административного штрафа. С 1 апреля экологи зафиксировали уже 450 природных правонарушений. 300 из них вот такие несанкционированные свалки. Половину из них уже удалось ликвидировать. Если и вы обнаружите подобное скопление мусора, об этом вы можете сообщить в республиканскую экологическую приемную. Виновников появления незаконных свалок штрафуют. Если не нашли организатора, ответственность несет собственник территории. Штрафы до 400 тысяч рублей. И накладываться могут неоднократно. Для избежания рецидивов экологи не раз проверяют места бывших несанкционированных свалок. Юлия Муратова, Константин Бушуев, ТНВ, Казань. Авыр һәм мөмкин кадәр илә булу соралган вакытта ТНВ телеканалы тамашачыларга яраткан фильмын кабат карау мөмкинлеген бирә. Хәзер "Синең күзләр" фильмы ТНВ.ру сайтында бар. Бу көннәрдә өйдә булыйк. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.